Добрый пятничный вечер. В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Якутянка из Мирного Зарина Голубцова стала участницей реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница». Ей 26 лет, у нее 6 судимостей. Девушку судили за грабеж, разбой, угон машин и поджог. Считает себя виновной в смерти мамы. Мать умерла, когда Зарина была в тюрьме. Называет себя беспутным человеком. Каждый день Зарины – это как день сурка. Мечтает, чтобы школы леди дала шанс жить нормально, как живут приличные девушки. Указано в описании участницы на сайте телеканала. Реалити-шоу берет на себя ответственность за перевоспитание участниц и обещает привить им манеры, тяги к прекрасному и научить их вести себя подобающе. Еще один житель алмазной столицы имеет шанс попасть на федеральный телеканал по теории старухи Шапокляк. Он получил 200 часов обязательных работ за то, что повторно сел пьяным за руль автомобиля. Как сообщает прокуратура, 24-летний подсудимый был замечен сотрудниками ДПС и был отстранен от управления. Помимо работ, пьяницу-рецидивиста лишили права управлять транспортными средствами сроком на 1 год и 8 месяцев. 1 200 000 рублей выплатит ООО «Сахастройсервис» за махинации с госконтрактами. Как сообщили в прокуратуре, представитель компании передал другой организации 400 000 для того, чтобы они не снижали цену на торгах на госзакупках. Потратив такие деньги, их сподвиг контракт в 8 700 000 рублей. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». 46-летняя жительница столицы республики лишилась 30 000 рублей из-за мошенников в социальных сетях. Ей поступило сообщение со страницы подруги. Оно содержало просьбу одолжить деньги. Там же был указан банковский счет для перевода. Будучи уверенной в порядочности подруги, она согласилась ей помочь. Женщина не подозревала, что страница взломана. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Уважаемые жители республики, не поддавайтесь на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо, написавшее сообщение или позвонившее по телефону. Не спешите перечислять денежные средства на навязанные вам счета. Попытайтесь связаться по телефону и уточнить лично, кто вам пишет. Уголовное дело в отношении экс-главы Усть-Маи Дмитрия Тамтосова направлено в суд. По данным следствия, он получил взятку в 1 миллион рублей у предпринимателя, заключившего контракт с муниципалитетом в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. На полученные деньги глава купил лодочный мотор стоимостью 490 000 рублей и ружье за 120 000. Остальную часть средств потратил во время отпуска. Тамтосов отстранен от должности. Следственный комитет сообщает, что свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. Капитан-механик ракеты 269, севший на мель на реке Лени 30 июня, проходит обвиняемым в уголовном деле об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Следствие считает, что в момент происшествия 58-летний капитан был пьян. Напомним, в результате ЧП на линии Сангар-Якутск были госпитализированы 6 пострадавших, в том числе ребенок 3 лет. Следствие считает, что во время управления судном сменный капитан-механик неверно выбрал маневр, потерял ориентировку, нарушил движение по судовому ходу, пропустив створовые знаки, и посадил судно на мель. На момент происшествия в теплоходе было 55 пассажиров. 6 аварий с пострадавшими зарегистрировано за прошедшую неделю в Якутске. 7 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 детей. В начало недели 24 человека, севшие за руль в нетрезвом состоянии, лишены прав. 4 лишенным прав ранее уже грозит уголовная ответственность. Одно из ДТП произошло во вторник в районе улицы Лермонтова. Honda Fit управляла 25-летняя девушка. Она совершила наезд на опору уличного освещения, после чего машина опрокинулась. В результате девушка-водитель получила перелом носа. Пассажир, 17-летняя девушка, получила перелом плечевой кости и была госпитализирована. При проверке водителя инспектора заметили, что она имеет признаки алкогольного опьянения. И при проверке по базе данных госавтоинспекции выявили, что она не имеет водительского удостоверения. В отношении нее был составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 Кодекса административных правонарушений за отказ от прохождения медицинского свидетельствования. Также девушка отказалась от дачи объяснений, и на нее был также составлен материал по
части 2 статьи 12.3 Кодекса административных правонарушений и по статье 12.33 Кодекса административных правонарушений за то, что она сломала изгородь. Другой случай произошел накануне вечером. На дворовой территории дома по улице Каландрашвили 36-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado сбила 9-летнюю девочку на велосипеде. В результате ребенок получил травмы, закрытый компрессионный перелом позвонков и был госпитализирован. Районное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков. Ну а госавтоинспекция напоминает, что по правилам дорожного движения оговорено, минимальный возраст для управления на общественных дорогах велосипедом должен составлять 14 полных лет. В Нерюнгринском районе завершился районный конкурс по определению лучшего подразделения МВД, лучшего участкового уполномоченного полиции и лучшего инспектора по делам несовершеннолетних за полугодие. Лучшим участковым в Нерюнгринском районе признана майор полиции Светлана Скрипникова. В борьбе за звание лучшего инспектора по делам несовершеннолетних одержала победу майор полиции Ольга Халилова. Как отметили в Министерстве внутренних дел, участие в конкурсе – это прежде всего стремление двигаться вперед, повышать свой профессионализм. В Италии задержали 20-тонную партию гашиша. Общую стоимость груза оценивают в 200 миллионов евро. Рассказывает Никита Конев. Итальянская полиция в четверг отчиталась о задержании судна «Римус», перевозившего 20 тонн гашиша в топливных цистернах. Борт под панамским флагом следовал с Канарских островов в Египет и Турцию, но у побережья Северной Африки сменил направление, что вызвало подозрения у стражи порядка. В команде было 11 человек, все они из Черногории. Их арестовали по обвинению в контрабанде наркотиков. Полиция считает, что груз африканского гашиша общей стоимостью в 200 миллионов евро предназначался для европейского рынка. Лидером по производству этого наркотика считается Марокко, а обычный путь для контрабанды пролегает через Испанию. На этом пока все. Отличных выходных и берегите себя.